Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Правительство как инструмент решения социально-экономических задач Бадра Гунба дал Кабмину множество конкретных поручений. Стартовали ежегодные курсы, семинары для педагогов, предметников и руководителей методических объединений. Фильм абхазского сценариста Алисы Габля получил одну из главных наград фестиваля дебютного кино «Короче». Пора подводить итоги. Бадра Гунба провел совещание с членами правительства, на котором обсудили результаты работы за последние 4 месяца. Министры отчитались о проделанной работе и проинформировали главу государства о намеченных планах. Бадра Гунба дал Кабмину ряд конкретных поручений. Как отметил президент, их реализация позволит перейти к реальным действиям и сделает правительство эффективным инструментом решения социально-экономических задач в интересах каждого гражданина Абхазии. Поручения не касаются вопросов обороны и госбезопасности. Эти темы будут рассмотрены на ближайшем заседании Совбеза. До 10 ноября текущего года члены правительства должны представить предложения по улучшению материально-технического обеспечения деятельности правоохранительных органов. Также дан ряд поручений в сферах экономики, сельского хозяйства, туризма, энергетики, транспорта и социальной политики. В частности, до 1 октября необходимо представить предложение о повышении размеров пенсий, единовременных выплат, доплаты и социальных пособий, подготовить предложение о мерах государственной поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и оставшихся без попечения родителей. До 10 ноября необходимо разработать и утвердить межведомственную целевую программу развития демографии на 2026 год и представить проект программы жилища 2026-2028. До 10 ноября Кабмин должен разработать и утвердить ведомственную целевую программу по внедрению информационных технологий в сфере управления государственными финансами. Уважаемый Владимир Валерьевич, уважаемые члены правительства, руководители центральных органов государственного управления, сегодня я пригласил вас на встречу, чтобы мы смогли обсудить текущее состояние дел в нашей общей работе в государственном управлении в целом. Нынешнее правительство сформировано в полном составе около 4 месяцев назад. Уже можно подводить некоторые итоги. Оцениваю работу правительства в целом положительно, как эффективную, особенно в области экономики, инфраструктуры, социальной сферы. Вместе с тем мы должны от рутинной каждодневной работы перейти к решению тех вопросов, которые сегодня стоят перед нашей страной, системным образом. Кабинет министров – главный орган исполнительной власти, который несет ответственность за социально-экономическое развитие страны, благополучие граждан. В ходе сегодняшнего заседания будут даны определенные поручения Кабинету министров, которые носят конкретный, измеренный и привязанный ко времени характер. Их реализация позволит перейти к реальным действиям, сделав правительство инструментом решения социально-экономических задач в интересах каждого гражданина нашей страны. Отмечу, что данное поручение не затрагивает сферу обороны и государственной безопасности. По этим направлениям чуть позже мы проведем заседание Совета Безопасности, на которых будут приоритетные поручения даны, определены направления по этим направлениям. Поэтому 2 вопроса по обороне и безопасности будем обсуждать в рамках Совета Безопасности. Расширенный репортаж с совещания смотрите в нашей сегодняшней программе. Президент Бадра Гунба подписал указ о назначении выборов в органы местного самоуправления. Выборы состоятся 8 ноября 2025 года.
22 человека пострадали в ДТП 26 августа в Гагре. В аварии столкнулись экскурсионный микроавтобус и ВАЗ-2107. 4 пассажиров, среди них 2 детей, получили травмы разной степени тяжести. Остальным 18 пострадавшим помогли на месте, и они отправились домой. Подробности происшествия рассказал начальник УГАИ Абхазии Дамей Авицпа. 26 августа 2025 года в 19:45 на республиканской трассе Псо-Ингур на 30-м километре в Гагарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Гражданин Абхазии 70-го года рождения в пути следования при выполнении маневра поворота налево не убедился в своем маневре и допустил столкновение с автомобилем Mercedes Sprinter. После чего все пассажиры Мерседеса Спринтер, 22 человека, было доставлено в ЦРБ Гагарского района, была оказана первая медицинская помощь, после чего в больнице оставались 4 человека с различными травмами, переломами, жизни ничего не угрожает. По данному факту собран материал и передан в следствие УВД по Гагарскому району. Как сообщили в Минздраве, детей, пострадавших в ДТП, доставили на лечение в Сочи. Один из них находится в тяжелом состоянии, 2 в состоянии средней тяжести. Министр здравоохранения Эдуард Будба лично контролирует ситуацию и регулярно информирует руководство страны о состоянии пострадавших. Делегация из Абхазии во главе с министром иностранных дел Олегом Барцыц провела встречу с представителями международной организации ДГХС в Сирии, объединяющей этнических абхазов, адыгов, абазин, черкесов и представителей других братских народов. Были рассмотрены дальнейшие шаги по укреплению взаимодействия с абхазо-адыгской диаспорой, возможное направление сотрудничества и развития отношений, акцентируя внимание на культурных и социальных проектах, которые могут быть реализованы совместно. В Министерстве обороны подвели итоги подготовки войск за последний месяц. Мероприятие прошло под руководством министра обороны Владимира Ануа с участием заместителей министра обороны, начальников управления, отделов и служб, командиров воинских частей, организаций и учреждений оборонного ведомства. В ходе подведения итогов рассмотрены результаты оперативной, мобилизационной и боевой подготовки. Особое внимание обращено на поддержание боевой и мобилизационной готовности, воинской дисциплины и правопорядка в войсках. В августе органы военного управления, воинские части, подразделения, учреждения занимались согласно плана подготовки на 2025 год. Основными задачами на август ставились не допустить снижения уровня боевой и мобилизационной готовности органов военного управления, воинских частей и подразделений. Отработать документы мобилизационного плана, плана применения вооруженных сил Республики Абхазия, своевременно и качественно выполнить план боевой подготовки. За отчетный период выполнено. В период проведения многонациональных военных учений НАТО Angel Spirit 2025, которые завершились 6 августа, специально назначенные силы и средства вооруженных сил нашей республики отслеживали обстановку в оперативно важных районах. 1 августа усилено несение службы дежурными силами и средствами противовоздушной обороны. Организовано взаимодействие с главами администрации районов города Сухум по вопросам совершенствования базы мобилизационного развертывания, уточнены мероприятия территориальной обороны и сориентированы о предстоящих оперативно-тактических учениях. Проводились практические занятия по развертыванию и работе участков оповещений, пунктов сборов мобилизационных ресурсов. Проводилась мобилизационная неделя в управлении Министерства обороны, Генерального штаба, воинских частей, военных комиссариатах.
В Абхазском драматическом театре состоялся юбилейный вечер, посвященный 85-летию основательницы, художественного руководителя Государственного молодежного театра, народной артистки Абхазии Софы Агума и десятилетию со дня создания Государственного молодежного театра. Поздравить Софу Агума и коллектив театра пришел президент Бадра Гунба, а также ее коллеги, друзья и поклонники ее творчества. В фойе драмтеатра была развернута фотовыставка. Софа Агума сыграла более 70 ролей на театральной сцене и более 20 в кино. Помимо актерской работы, она перевела на абхазский язык множество произведений мировой классики. Ее важным достижением стало открытие актерского отделения на филологическом факультете АГУ в 1999 году. Именно его выпускники позже составили основу труппы молодежного театра, который открылся благодаря ее неустанным усилиям. В этот торжественный вечер теплые слова и поздравления звучат от любимых учеников актрисы, которые делились со зрителями самыми яркими и важными моментами из ее жизни. Заместитель министра культуры Динара Смыр зачитала указ президента о присвоении Софи Агума почетного звания «Заслуженный работник Высшей школы Абхазии». За заслуги в педагогической и научной деятельности, значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов присвоить почетное звание заслуженный работник Высшей школы Республики Абхазия Агума Софье Хинтрюговне, доценту кафедры изобразительного искусства Абхазского государственного университета, президент Бадра Гунба. Почти 300 заявок на участие в конкурсе «Новые медиа» уже поступило в Абхазии, рассказала в эфире радио «Спутник» основатель российской образовательной программы «Мастерская новых медиа» Юлия Облец. Мы видим, что конкурс уже составляет минимум 5 человек на место и, скорее всего, будет еще больше. Не все вузы могут похвастаться таким уровнем соревнований, отметила она. Облец добавила, что число заявок еще не окончательное, и по разнообразию участников можно ожидать мощную, интересную команду, которая сможет значительно развивать медиасферу республики. Конкурс продлится до 15 сентября. В нем могут участвовать журналисты, блогеры, продюсеры, сценаристы, режиссеры и пресс-секретари всех возрастов. У молодежи Абхазии появилась возможность принять участие в конкурсах Росмолодежи. Ежегодно федеральное агентство выделяет 2 миллиарда рублей на реализацию социально значимых инициатив. Конкурс проходит с 1 августа до 15 сентября. В этот период времени можно подать заявку. Участниками конкурса могут стать физические лица от 14 до 35 лет. Минимальный размер гранта – 5000 рублей, а максимальный – 1 миллион. Проекты могут затрагивать различные сферы – просвещение, экологию, туризм, спорт. Каждый проект оценивается по 10-бальной шкале членами экспертного совета. Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров обратился к молодежи Абхазии с призывом принять участие в конкурсе, не бояться регистрироваться и верить в свои силы. Всероссийский конкурс молодежных грантов Росмолодежь проводит с 2020 года. По поручению президента России Владимира Владимировича Путина правительство Российской Федерации внесло изменения в порядок реализации конкурса грантов Росмолодежи, и теперь появилась возможность у абхазской молодежи наравне с российскими гражданами участвовать полностью в конкурсах. Мы можем конкурс проводить как в очном, так и заочном формате. То есть у нас объявляется конкурс, и нужно зайти на сайт Росмолодежи, зарегистрироваться в информационной системе и подать заявку. Можно в заочном формате. Также можно приехать на какое-то из событий, как правило, это форумы,
которые аккредитованы Росмолодежью, и там можно в очном формате поработать с экспертом, рассказать о своем проекте, и заявка может быть одобрена. С точки зрения формирования такого единого молодежного пространства, взаимопонимания, культурных обменов, взаимодействия, ребята из Абхазского госуниверситета с другими университетами России, студенческого сообщества, взаимодействия детского актива, движения первых с ребятами из Абхазии. То есть для нас просто это важно, и поэтому и грантовый конкурс, он единый. Если говорить про возможности для абхазской молодежи, мы бы рекомендовали, наверное, такой формат попробовать формирование молодежных команд и по подаче заявок на реализацию каких-то событий, мероприятий или проектов муниципального уровня или республиканского уровня по линии спортивных событий, по линии молодежных мероприятий, по линии культурных обменов, наиболее популярные номинации. В Гулревском районе завершены масштабные работы по укреплению русла реки Мачара, направленные на защиту прибрежных территорий и объектов инфраструктуры от разрушительного воздействия паводковых вод. Проект был реализован по инициативе районной администрации, обратившейся к руководству страны с просьбой о помощи в решении проблем, усугублявшейся с каждым годом. На место работы выехала Гундашова. Река Мачара больше не угрожает. Ранее, в период интенсивных осадков, Мачара представляла серьезную угрозу для близлежащих приусадебных участков, регулярно подмывая береговую линию и нанося ощутимый урон сельскохозяйственным угодьям. Особую тревогу вызывала близость к реке подстанции ЛЭП, стабильное функционирование которой критически важно для энергоснабжения всего района. Разрушение берега в непосредственной близости от подстанции могло привести к серьезным перебоям в электроснабжении и создать опасность для населения. Беспокойностью у администрации Гулревского района вызвала ситуация с состоянием реки Мачара, а именно ситуация с подмыванием течением опоры ЛЭП, а также приусадебных участков жителей села. В связи с этим глава администрации Гулревского района Харазия Саид Геннадьевич обратился к руководству республики с просьбой о решении данной проблемы. На сегодняшний день все работы завершены, работы проводились качественно и своевременно. Хотелось бы выразить большую благодарность руководству республики за оказанную поддержку, а также управлению капитальным строительством за оперативную работу. Выполнение работы взяло на себя Управление капитального строительства Абхазии. Была укреплена береговая линия протяженностью в 900 метров. Особое внимание уделено участку, прилегающему к подстанции ЛЭП, где создана усиленная защита от размыва. В результате проведенных работ удалось стабилизировать русло реки и предотвратить дальнейшее разрушение береговой линии. Это обеспечит защиту приусадебных участков и подстанции ЛЭП от негативного воздействия паводковых вод. Нужно отметить, что ранее столь масштабных работ здесь не проводилось, и ситуация ухудшалась с каждым годом. На данном объекте проводились работы по расчистке русла реки и берегоукрепительные работы, а также план мероприятий по защите опоры ЛЭП, так как одна из опор была в непосредственной близости от реки и была сильная вероятность того, что ее могло подмыть. Протяженность участка составляет 800 метров, шириной 50 метров. Сметная стоимость объекта составляет чуть более 15 миллионов рублей. И данный объект финансировался за счет резервного фонда президента. На период проведения работ замечаний к подрядной организации не было. Работы были выполнены качественно и в срок. Завершение работ по укреплению русла реки Мачара стало важным шагом в обеспечении безопасности и стабильности жизни в Гулревском районе. Это яркий пример эффективного взаимодействия местной власти и руководства страны в решении насущных проблем населения. Гундашова, Рамо Камки, Абхазское телевидение.
Ход ремонтных работ на въезде в Сухум проверил глава столицы Тимур Агрба. Уже заменено 120 метров полотна и уложено 380 квадратных метров брусчатки. Также облицовали бордюр, который предварительно нарастили в высоту. Планируется продолжить работы по благоустройству тротуаров в сторону города до поворота на Старый поселок. Мэрия запланировала и замену фонарных столбов на въезде в город. Кроме того, проведут озеленение участка. В следующем году планируют реконструировать площадку на въезде. Архитектор уже работает над проектом. Также решается вопрос с заторами на участке дороги на въезде из города в районе Республиканской больницы. 120 метров полотна заменили, 380 квадратных метров брусчатки уложено. Также облицевали бордюр, который мы нарастили чуть выше ради безопасности, ради того, чтобы интенсивное движение и транспорт в чрезвычайном положении не попал на пешеходную зону. Планируется высадить деревья и кустарники. Деревья озеленить, получается, зеленой изгородью, огородить тротуарные зоны. Далее мы хотим заменить все фонарные столбы, которые на въезде в город. Также планируем площадку реконструировать на въезде в город. Так, но это уже в следующем году. Архитектор уже проектирует. И планируем продолжить в сторону, значит, города. Вот такие работы мы проведем до поворота на Старый поселок уже в следующем году. В первой столичной школе стартовали курсы и семинары для учителей-предметников и руководителей методических объединений общеобразовательных учреждений Абхазии. Мероприятие проводит Министерство просвещения ежегодно в преддверии нового учебного года. Целью данных семинаров является обмен знаниями между учителями и методистами. В здании Сухумской средней школы номер 1 собрались учителя столичных и районных школ Абхазии. В их неустанной работе важна каждая деталь – от выбора подходящих методик до создания вдохновляющей атмосферы в классе. Учитель – это не просто транслятор информации, но и архитектор личности, способный разглядеть в каждом ребенке его уникальный потенциал. Он поддерживает, направляет, мотивирует, помогая преодолеть трудности и поверить в собственные силы. Именно поэтому постоянное самосовершенствование – неотъемлемая часть профессионального пути педагога. Участников семинара поприветствовали и пожелали плодотворной работы министр просвещения Хана Гунба и начальник управления общего, среднего и профессионального образования Майя Цибулевская. Мы должны помочь учителю прийти в класс с начала учебного года, то есть 1 сентября, с уже готовыми ответами. И, конечно, программа разрабатывалась с учетом того, что мы показываем обновленный учебный план, где те вопросы, которые были, допустим, в течение года, да, по отдельно взятой сетке, мы имеем возможность на них дать ответ, как ведомство. Плюс ко всему, программа создается таким образом, чтобы учителя, которые придут в школу, имели ту на руках информацию, которая бы обновила их работу. Участие в семинарах, мастер-классах позволяет не только обогатить свой арсенал новыми приемами и технологиями, но и обменяться опытом с коллегами, подчерпнуть свежие идеи и вдохновения. Это живой процесс, в котором рождается истинное мастерство, позволяющее сделать обучение не просто эффективным, но и захватывающим приключением для учеников. Такого рода семинар в таком формате проводится впервые, обсуждаются основные насущные проблемы, которые имеются в учебном процессе, обсуждается программа подготовки, какие есть проблемы в районах и так далее. Конечно же, этот формат очень полезен, и я думаю, что он даст хорошие результаты. Участники семинара обсудили актуальные вопросы педагогики, новые методики обучения, современные образовательные технологии и способы повышения эффективности учебного процесса. Особое внимание было уделено вопросам подготовки к новому учебному году, планированию работы и анализу результатов прошедшего. Педагоги поделились своими наработками, представили лучшие практики и обсудили пути решения возникающих проблем. Основываясь на сегодняшнем семинаре, мы работаем в течение всего года.
Мы несем заданные темы сегодня на свои совещания и заседания, разрабатываем районные тематические задания и планируем данные мероприятия на весь учебный год. Регулярное проведение подобных семинаров является одним из приоритетных направлений работы Министерства просвещения Абхазии, нацеленным на обеспечение высокого уровня образования в республике и поддержку профессионального роста педагогов. Ведь успех учителя измеряется не только количеством освоенных программ, но и тем, каким человеком становится его ученик. Вырастить поколение любознательных, творческих, ответственных граждан – вот высшая награда для педагога, посвятившего себя благородному делу просвещения. Кунда Шоуа, Ильдар Тамиров, Абхазское телевидение. Юные абхазские повара отправляются на учебу в Институт гастрономии Сибирского федерального университета. Финансирование расходов, связанных с перелетом и проживанием в общежитии, взяло на себя Министерство просвещения республики. Прием заявок на бесплатное обучение в институте проходил в начале августа. По результатам экзаменов 7 молодых начинающих специалистов были отобраны для учебы в престижном вузе. Были отобраны 7 человек. Эти 7 человек буквально завтра утром вылетают в Красноярск для обучения. Хочется отметить о том, что обучаться они будут по квоте, которая была выделена по поручению первого заместителя администрации президента Российской Федерации Сергея Владимировича Кириенко. Министерством просвещения Республики Абхазия было оплачено все перелеты и проживание в общежитии, то есть по поручению президента Министерство просвещения взяло на себя. В рамках гастроиндустрии у нас помимо этого еще запланированы мероприятия, которые в ближайшее время начнут реализовываться. Это и поездки, и ознакомительная поездка в Красноярск для ознакомления в самой гастроиндустрии, как оно там работает и как оно внедрено там в регион. И мы надеемся, что то сотрудничество, которое налаживается на сегодняшний день, оно будет развиваться и дальше, и расширяться. Я года 2 тому назад планировала поступить именно в университет по гастрономии, но тогда в Россотрудничестве именно такой заявки не было. Для меня это в первую очередь развитие в своей сфере, улучшить свои навыки. Фильм абхазского сценариста Алисы Габли «Три свадьбы и один побег» получил специальный приз телеканала «Россия», одной из главных наград фестиваля дебютного кино «Короче», проходившего в Калининграде. Уже 11 сентября кинолента выйдет на большие экраны России. О том, как создавался фильм и многие другие интересные факты в материале Аэлиты Арутюнян. Какими 3 словами вы бы описали бы эту картину? Это ярко. Это трогательно, и это очень по-женски. Мамочка, ты только не переживай. Задорная история о мечте. 3 свадьбы и 1 побег. Фильм, который затянет с первых минут и перенесет зрителей в деревню и познакомит с главной героиней, хулиганкой Амрой, и другими героями из села Хуап. По сюжету Амра хочет стать актрисой. Несмотря на запреты матери, чтобы исполнить свою мечту, ей предстоит либо решиться на побег из дома, либо помочь старшим сестрам выйти замуж. Алиса Габли по первому образованию журналист, но ее интересы, связанные с работой сценариста, формировались на последних курсах журналистики. Загоревшись сценарным делом, она поступила в ВГИК. Алиса рассказывает, драфтов, то есть версий сценария, было около 10. На момент реализации история сильно изменилась, но идея родилась еще во время учебы. Это был мой дипломный сценарий. Посвятила я его деревенской комедии, потому что сама я была и есть представительница села Камыш. И очень много лет вообще провела в деревне, то есть я очень хорошо знаю деревенскую жизнь, несмотря на то, что
как бы я всегда проживала на две страны, то есть я была и в Москве, и в Абхазии, но деревенский быт, деревенская жизнь, я как-то ее впитала вот очень в детстве, и у меня накопилось очень много сценарного такого материала художественного, и я решила, что именно этому я посвящу свою дипломную работу. Сценарий собран из детских воспоминаний Алисы и опирается на семейные истории, но сюжет не отражает конкретную биографическую историю, однако в нем присутствуют живые характеры. Например, в нашем роду у нас была тетя, которая действительно была очень талантливая артистка с рождения, просто невероятно смешная, очень способная к актерскому мастерству. И так получилось, что ей запретили поступать на актерский факультет, потому что в ее время, во времена ее молодости, это было очень неприлично. Казалось, что это несет за собой какую-то распущенность и так далее. Это были такие предрассудки. И она осталась артисткой до конца своих дней. Не став ею, на самом деле, она веселила всех окружающих. Фильм снят в стиле советского комедийного кино и рассчитан на семейный просмотр. У нас очень интересная мама, да, мама Нуца, да, которая... Я думаю, абхазские женщины себя очень здорово узнают, посмотрев на роль Инги Аболдиной и то, как она играет. В фильме хулиганили, показали классную деревенскую жизнь, какая она есть, без прикрас, со всем колоритом абхазским. Впервые фильм показали на фестивале дебютного короткометражного кино «Короче». И сразу успех. В категории «Дебют» кинолента получила специальный приз телеканала «Россия-1». Эмоции от полученного приза непередаваемы. Когда мы услышали, что нас награждают спецпризом от телеканала «Россия», ну, это было для нас, конечно, безумное счастье, потому что это тоже, мы поняли, что это тоже попадание в целевую аудиторию телеканала. Это очень полезный приз на самом деле, потому что телеканал «Россия-1», они помогут нам с продвижением фильма, с прокатом и с рекламной поддержкой. Алиса вспоминает, она была рада, что ее картина понравилась зрителям фестиваля. Аплодисменты, крики «Браво!», где-то плакали, где-то смеялись. В общем, очень разный такой спектр эмоций был у гостей. Ко мне многие подходили, благодарили за фильм. Вся картина полностью снята в Абхазии, в высокогорном селе Хуап. В фильме приняли участие российские и абхазские артисты. Процесс подготовки к съемкам был долгим. Кастинг, поиск подходящей локации и не только. Искала команда тот самый, по словам Алисы, дом, где сложились бы многие факторы. Горы, лес, речка. Сам дом нашли случайно, и был он в плохом состоянии. Но благодаря большим усилиям команды дом обрел новую жизнь. В одной из поездок, да, когда был скаутинг, просто мои коллеги, режиссер и продюсер, они встретили деревенскую девочку, которая сказала, что очень увлекается, фоткает интересные дома, и показала вот наш прекрасный дом, в котором и произошли эти съемки. И, конечно, все были просто влюблены, невероятной фактуры, во-первых, села Хуап, потрясающего совершенно, удивительными пейзажами, которые там открываются, и вот этой локации самого дома. Премьерный показ комедии «Три свадьбы и один побег» состоится в Москве 9 сентября, а 18 числа фильм можно будет посмотреть в Абхазии. Аэлита Арутюнян, Давид Хашик, Абхазское телевидение. На Сухумском стадионе «Динамо» полным ходом готовится к предстоящему матчу российской медиалиги Апсны и Чертанова. Администрация столицы проводит ремонт стадиона, который включает замену прожекторов, табло, покрытие ворот и сеток, а также обновление кресел для игроков и зрителей. Для комфорта гостей в день игры 30 августа будут перекрыты ряд улиц вокруг стадиона, поэтому водителям стоит заранее продумать объезд. Также на стадионе будет организован фудкорт и развлекательная программа для горожан. А сейчас расскажем о погоде. В выходные праздничные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сохранится жаркая погода. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем плюс 25-30. Температура морской воды плюс 27 градусов.
На этом наш выпуск завершен. Я желаю вам приятных выходных и до встречи в эфире.